Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подписал ряд законов, в том числе законы об органах юстиции Республики Таджикистан, о Национальной академии наук Таджикистана, о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан, о судах Республики Таджикистан, о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, о садоводстве, в уголовной и процессуальный кодексы Республики Таджикистан. Законы Республики Таджикистан об органах юстиции Республики Таджикистан и о Национальной академии наук Таджикистана являются дополнительными законами и регулируют организационные и правовые основы и направления их деятельности. Поправки и дополнения, внесенные в Конституционный закон Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан, в уголовный и процессуальный кодексы Республики Таджикистан, направлены на совершенствование структуры судебных органов, улучшение их деятельности, защиту прав и свобод участников процесса и других сторон сферы. Подписанные законы направлены на всестороннюю защиту прав и свобод человека, обеспечение безопасности государства и общества, предупреждение правонарушений, развитие отраслей науки и улучшение жизни народа. Далее. Весной рынки страны завалены сьохалафом, так называемым, дикими черемшой и ревенем. Жители Таджикистана считают, что супы и салаты из горной зелени помогают сохранить здоровье, восполнить недостаток витаминов в организме и тонизируют тело. А некоторые растения еще помогают от головной боли. Тему продолжат наши коллеги. В Таджикистане весной в горах растет очень много целебных трав, которые используются не просто как лекарства, из них готовят вкусные и полезные блюда. Именно в это время года продавцы зелени предложат вам по-настоящему вкусные и целебные травы, такие как сюалав, кислячку, щавель, шпинат, мяту, а также укроп, петрушку, кинзу, райхон и многое другое, чтобы приготовить разнообразные лакомства. В республике считают, суп и каша из весенних трав помогают сохранить здоровье. Кроме того, трава со специфическим пряным ароматом улучшает аппетит, помогает избавиться от зимней хандры. Она богата витаминами и минералами, говорят врачи. Сюалав содержит витамин С, улучшает здоровье сердца и укрепляет стенки кровеносных сосудов. Особенно сюалав ценят за высокое содержание йода. Неправильное питание или недостаток качественного питания зачастую становится причиной ряда заболеваний, приводящих к серьезным последствиям. В Таджикистане вполне можно питаться правильно и рационально. В стране доступны экологически чистые и полезные продукты, из которых можно составить меню, богатое белками, жирами, углеводами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами. Главное, необходимо отказаться от вредных продуктов сомнительного и канцерогенного характера. Народные ремесла таджиков – это золотое наследие, которое поистине является сокровищницей мировой культуры. В годы государственной независимости Таджикистана многие виды ремесел, которые находились в забвении, обрели не только новое рождение, но и по сей день успешно развиваются и совершенствуются. Установленные льготы в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел позволили построить малые и средние мастерские в городах и сельской местности страны, которые обеспечивают дополнительные рабочие места и являются производителями продукции, привлекательной для туристов. Таджикистан – это музей живых ремесел. В наше новое время в стране активизировался процесс возрождения и сохранения народных промыслов. Особое развитие получили золотошвейное искусство, национальная вышивка, ковроткачество, гончарное дело, резьба по дереву, художественная роспись, кузнечное дело и многие другие ремесла, которые спокон веков славятся во всем мире. Особое внимание в стране уделяется развитию гончарного дела. Мастера гончарного искусства стремятся к сохранению национальных особенностей, восстанавливают забытые формы и рисунки. Вместе с тем в декоре керамических изделий появляются новые орнаментальные и изобразительные мотивы. Специалисты утверждают, что глина сохраняется в прекрасном состоянии в течение многих тысячелетий. Чаще всего глиняные черепки – наиболее красноречивые артефакты, которые ученые
ученые находят при раскопках. Поэтому, изучая историю развития керамики, можно проследить за изменением эпохи и установить хронологию не только гончарного дела, но и всей цивилизации, во времена которой были сделаны эти предметы быта. Это ремесло широко использовалось в производстве предметов повседневной жизни и домашней утвари. Каждый регион имел свой особый орнамент, а также форму, а технология того времени имела высокий уровень мастерства. Секреты своего мастерства гончары, граверы, резчики, кузнецы, народные умельцы передают из поколения в поколение. Отрадно, что молодежь с огромным интересом и удовольствием осваивает тонкости различных ремесел. Ремесленники отмечают, что правительство Республики Таджикистан предоставило для них преференции, а это в свою очередь способствует развитию и совершенствованию народных ремесел. Цветы помогают развить творческие способности, благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и на физическое, психологическое и энергетическое состояние человека в целом. Цветущие растения в городских парках, скверах и бульварах вызывают восхищение и восторг. Жители и гости столицы с восторгом наблюдают, как красив город Душанбе весной. Особенно восхищают парки города, в которых высажены сезонные цветы. Цветущие растения в парках Душанбе способны открыть перед человеком целый мир гармонии и создать неповторимую ауру благоденствия. Цветущие клумбы, вызывающие эстетическое наслаждение, положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека, поднимая настроение, повышая творческий потенциал, энергетику и стремление сделать что-нибудь хорошее и полезное. Наблюдая буйство цветов, человек, особенно творческий, вдохновляется на свершение чего-то прекрасного, доброго, благородного. Научно доказано, что сам цвет растений влияет на психофизиологическое состояние человека. Замечено, что в теплых оттенках цветов больше жизни. Они активизируют деятельность. Холодные релаксируют, располагают к отдыху. Ярко-красный цвет символизирует огонь и пробуждает энергию. Желтый цвет – цвет света и жизни. Оранжевый ассоциируется с теплом, радостью, солнечным светом. Фиолетовый цвет говорит о величии, достоинстве и великолепии. Зеленый цвет травы и листьев выражает надежду, мир и покой. Белый цвет представляет собой синтез всех цветов и является символом целомудрия, чистоты и добродетели. Жители и гости столицы специально приезжают в парки, чтобы запечатлеть такую красоту на камеру и оставить на память прекрасные фотографии, которые будут хранить в себе энергетику отличного настроения. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!